Солнце ярко светит над бескрайней степью, являющейся колыбелью для уникальной кочевой цивилизации. Несмотря на капризы суровой природы и наджуты, оставляющие целые падбища запустелыми, кочевники вели свое хозяйство вопреки всем трудностям, и даже кровопролитные войны через жертвы становились порой целые рода, и междоусобицы, разрушавшие все, что имели намады, не могли сломить дух гордых жителей степи. Носители кочевой культуры славились не только тем, что были искусными воинами, но и тем, что были настоящими ценителями прекрасного. В степи воздвигались сооружения, которые, вопреки испытанию времени, не переставали удивлять своим величием на протяжении нескольких столетий. По Великому Шелковому пути появлялись города, построенные руками кочевников, которые изумляли несколько поколений путешественников своей роскошью. И неудивительно, что кочевые жители евразийских степей объединялись в свое время в разные государства, сокрушавшие своих соседей и оставившие глубокий след не только в истории степи, но и в истории всего человечества. Среди царств, созданных намадами, стоит отметить одно государство, ставшее свидетелем пика развития кочевой цивилизации и его краха. И государство это, о котором пойдет речь, ханство казахское. Взяв под свой контроль обширные степи, начиная от величественных гор Алтая до берегов Волги, от труднопроходимых лесов Сибири и до захватывающих дух вершин Тянь-Шаня, правили мудрые ханы, окруженные верными подданными на протяжении долгих столетий. И наша речь пойдет сегодня о истории этого степного государства.